Слушатели лекции – будущие программисты, в частности, студенты пожарно-спасательного колледжа. Поэтому вопросов к спикеру у ребят немало. Часто задаваемые: может ли человек, не имеющий образования, стать IT-специалистом? Ответ – может, при помощи различных курсов и грамотных наставников. Можно обойтись без учителя, можно обойтись без курсов, но велика вероятность, что у вас обучение растянется, во-первых, а во-вторых, что вы на каком-то этапе не сможете двигаться дальше, то есть строите какие-то сложности и оставите, подумайте, что это не ваше. Хотя на самом деле вам просто не хватило небольшого толчка. Самый актуальный вопрос среди прочих – заработная плата. Сфера IT – одна из самых развивающихся в стране. Новые квалифицированные кадры в ней нужны. За счет этого и заработок у работников хороший. Медианная зарплата получилась 40 тысяч. Что это значит? Что 50% получали не больше 40 тысяч. И максимальная, находясь в Ингушетии, 350 тысяч айтишников. Дальше, за пределами Ингушетии в России минимальная 15, тоже видим, что не сильная разница. Но медиана уже 140 тысяч. И максимально 270. Узнал много нового из лекции Ислам Аушев. Понял для себя, в каком направлении двигаться. Суть лекции – как начать карьеру. И для многих начинающих это, наверное, такая проблемная ситуация. То есть задает себя вопросами, что, как смогу ли я. И Яхья, он довольно-таки мотивирует на продолжение, помогает, дает рекомендации. Лекция проходит в рамках федерального проекта «Гений места». Он стартовал в Нацбиблиотеке Ингушетии 2 года назад. Его цель – помочь молодежи найти себя в той или иной профессии. Задача проекта в том, чтобы привлечь интересного человека, эксперта в сфере креативных индустрий. Именно этот проект по креативным индустриям разработан. И этот человек делится своими знаниями с целевой аудиторией, заинтересованной аудиторией. На этом лекции не заканчиваются. Сотрудники Нацбиблиотеки планируют пригласить специалистов в области дизайна, декоративно-прикладного искусства, кино, фотографии. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.